Есть кемикс, есть харио, пуловер, там вариантов готовки куча. Просто самый классический, самый простой в плане скорости — это вот эспрессо-машина. Но для этого нужно кофемолку, кофемашину. С этим немножко дороговато сейчас. У нас не слабо на самом деле, у нас просто в других регионах они уже не десятками, но уже много лет этим занимаются. За последние 2-3 года мы сделали шаги, которые там, например, многие сделали в течение 10 лет. У нас вот за вот эти годы, сейчас у нас скоро там ребята обжарку делают, цех обжарочный делают, там обучение, ну там очень много всего, и поэтому там мы ничуть не отстаем, мы просто сейчас дойдем вровень с каким-то определенным регионом, а потом уже будем. Пока, у нас нету такой потребности в кофе, только из-за того, что мы пока еще не привыкли. Очень много людей, которые вообще не знают, что это такое, как пить, зачем пить, ни названий. Большая часть людей заходит, там знакомое название выбирают из меню и его выбирают. Хотя разновидностей сейчас уйма просто. И экспериментировать в этом плане можно бесконечно. Какой-то экзотический заказ кофе. У нас сами по себе раф, у нас необычный, у нас там идет раф апельсиновый, самбука, у нас смешивается с семенами аниса и цедры и апельсина, или, например, специи. Есть раф масала, он идет на основе индийских специй, там достаточно много разновидностей, имеется такие странные на самом деле сочетания с кофе, но они вполне отлично прокатывают в плане вкуса. Вот как ты сам думаешь, к тебе сюда приходят для того, чтобы пообщаться люди или выпить все-таки кофе? Пообщаться. Кофе — это предлог. Если нет атмосферы в заведении, то ты можешь готовить самый лучший кофе в мире, но не уметь разговаривать с гостем или не уделять ему время, то тебя будут приходить уже, не знаю, как это на тираж. Я не хочу переводить свою работу в такую тиражность, какую-то в коммерческую, такую быстрее, быстрее, скорость, количество, объем, такое что-то такое бездушное. Я лучше буду спокойно, аккуратно общаться с людьми и пытаться сделать что-то вкусное там не одному-двум человекам. Да, пусть это будет там 10-20 человек, это не будет пару тысяч, но я буду знать, что это реально нормально. Им понравилось. А тяжело было открыть? Нормально, терпимо. Если я жив, значит не так уж тяжело. Выгодное дело. Выгодное дело. Я скажу, если человек, который не занимается этим бизнесом, изначально не знает его дна, как говорится, от плинтуса, то да, это будет тяжело для человека, который думает, что он просто откроет кофейню и у него повалят люди и там будет все круто. Это неправда. Это большая работа, это очень много подводных камней и в плане работы, в плане ремонта, в плане оборудования. И люди, которые не понимают в этом, они как минимум процентов на 40-50 будут дороже это делать, чем делает человек, который занимался этим бизнесом. Например, если я знаю, много моментов у меня прошло более-менее лайтово в плане затрат на оборудование или еще что-то. Многие люди тратят колоссальные деньги за ужасное оборудование, потом у них оно ломается и так далее и тому подобное. И также персонал. Персонал — это самая большая проблема в нашей республике. Люди не хотят работать. Люди не хотят. У наших людей нет понимания, что им платят не за время, которое они провели на работе, а за работу, которую они сделали на работе. Не было такого, что вот там
мужчина, чеченец, там за прилавком стоит, там вот такие. Ну, я всё. стою не за прилавком. Не, вообще, ну это как бы для обывателя, как бы, понимаешь? Для обывателя, для тех, кто этого не понимает, это и сугубо личная проблема. Я к своей работе отношусь как к работе. И если тот человек, который думает, что моя работа хуже, чем его, пусть он 14 часов постоит за барной стойкой, я посмотрю, что с его ногами будет. Поэтому, да, были люди, когда там моменты, там, у Лёды такое, это... Любая работа — это работа. Я ни у кого ничего не прошу, я никому ничего не подлизываюсь, я ни у кого ничего не допытываюсь, никому халяву что-то у кого-то попросить, чтобы мне кто-то что-то говорит. Ну, я к тому, что очень много людей по нашим тенденциям современности, люди больше ждут какой-то счастливый билетик. А я не такой, я понимаю, что любая работа, любое действие, любой заработок должен быть заработан. Поэтому и называется. Я к тому, что если ты хочешь денег, если ты хочешь что-то получить, ты должен пройти какой-то путь, приложить какие-то усилия, и только потом ты сможешь получить деньги. Не получится так, что ты сегодня там, пошел кому-то что-то сказал приятненькое и получил деньги. Или подшутил и получил машинку. Я же поставляю в рестораны кофе, и многие ребята говорят, да привези мне вот спешлти. Чтобы человек смог приготовить спешлти, он сначала должен научиться готовить обычный кофе, обычную смесь, научиться контролировать помол. Если бариста не умеет настраивать свою кофемолку, он ноль. Одно-два места в городе, кто реально этим заморачивается. Другие остальные просто готовят на автомате все, что она выдает, все, что она выливает. Это не кофе, это просто водичка, которая прошла через кофейную таблетку. Мир вам.